стенах детского реабилитационного центра сегодня шумно. Здесь отмечают юбилей. За плечами 10 лет работы, 120 месяцев заботы и более 10 тысяч пациентов. Праздничную программу подготовили воспитанники лечебного учреждения. Радуют танцами, песнями и стихами собственного сочинения. Отличное настроение обеспечено как родителям, так и самим воспитанникам. Поздравить с юбилеем приехали гости. За это время тысячи детей прошли реабилитацию. Родители оценили качество услуг, оказываемых у нас в центре, поскольку ранее приходилось выезжать по направлениям в другие субъекты, а это затратно и неудобно. Сегодня у нас есть условия по совместному проживанию родителей с детьми. Хочу сказать, что Центр в своем развитии не останавливается. Ежегодно сотрудники проходят курсы повышения квалификации. Ежегодно приобретается новое оборудование. Центр построен по федеральной целевой программе «Дети России». Уникальный объект не имеет аналогов ни в одном регионе Северного Кавказа. Ежегодно здесь принимают порядка 1000 детей с диагнозами церебральный паралич, мышечные заболевания, бронхиальная астма. Регулярно на реабилитацию приезжает и маленькая Фатима Медова. У девочки левосторонний гемипарез. Я хожу тут 5 лет, и я хожу сюда с мамой, иногда с сестрами, и мне нравится тут ходить. Я хожу в бассейн и массаж, у меня много процедур бывает. А еще в корпусе функционирует кабинет ЛФК, тренажерный зал, криосауна. Но это не единственное, что может предложить центр своим пациентам. В прошлом году по поручению главы республики здесь закупили локомат – аппарат для опорно-двигательной системы. Дети могут проходить терапию в течение 3-недельного курса. По данным Росстата, в республике 15 221 ребенок инвалид. Из них минимум 7-8 тысяч детей должны пройти здесь реабилитацию. Вот стараемся как можно больше охватить таких детей, чтобы они не выезжали за пределы, чтобы у них было материально затрат, чтобы у них не было, чтобы они там в суматохе не лечились. И мы решили здесь провести реабилитацию наших детей инвалидов. Центр рассчитан на 55 койко-мест, 30 из которых в круглосуточном стационаре. Лечением и реабилитацией маленьких пациентов занимаются не только местные медики, но и специалисты из других регионов. А чтобы школьники не отстали от программы, для них проводят ежедневные занятия по различным предметам. В общем, родители довольны. За такой небольшой срок центр не раз доказывал свою социальную значимость. Уже после первого курса реабилитации у каждого пациента наблюдается положительная динамика. Впереди у коллектива корпуса большие планы, в числе которых и увеличение койко-мест. Хава Гагиева, Исмаил Коригов, Новости 24.